много формализма. Ну, надо единый день информирования. Ну, что там проведем? Пойдем по трудовым коллективам, и тем больше соберем где-то зал и аудиторию, тем будет лучше. А результат? Я предупреждал, что идеологические работники – это редкость. Это величайшая редкость. Человек, который придет в зал, захватит внимание этого зала и скажет не только то, что хочет услышать человек, может, даже и неприятное, но человек поймет. Человек это воспримет. И это, Ольга Ивановна, даже не преподаватель. Это не то даже мастерство, которым владеете, я извиняюсь, к примеру говорю, которым владеете вы и преподаватели в целом. А это далеко не преподаватель. Это редкие люди. Поэтому, заходя в зал, а у нас некоторые высшие должностные лица страдают этой болезнью. Вот мы с народом, мы придем, мы зал соберем, чем больше, тем лучше, мы тут что-то им скажем. И вы знаете, они услышали. Ну, они, может, и услышали, но, как я в народе говорят, в скупшем кармане вышли из этого совещания. Поэтому вы должны определиться, все вы талантливые люди в чем-то. Вы должны определиться. Если вы идете к людям, сколько этих перед вами должно быть человек? Так лучше 10. Скажите, они потом это разойдется потом в трудовом коллективе. Но не старайтесь кучу собрать и показать большую работу. Ну, это один из таких примеров, которые я часто наблюдаю за чиновниками. Не надо к этому стремиться, не надо, это будет во вред. Ну, потом не только в социальных сетях, но по другим каналам это до меня доходит. Я думаю, что ж ты творишь, что ты этим хочешь показать? Что ты большой начальник, дал команду, тебе собрали в цеху или в каком-то зале огромное количество людей, и ты там чего-то наговорил?